Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия-24 и программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. Пандемия COVID-19 подкосила не только людей, но и мировую экономику. Наиболее уязвимым звеном, пострадавшим от сопутствующих ограничений, оказались предприниматели. Введена масса федеральных и региональных мер поддержки, однако охватить всех она не может. Некоторые механизмы вступают в силу только сейчас. В таких условиях кому-то удается удерживаться на плаву, а кто-то терпит крах. Впрочем, есть и те, кто принял вызов и смог адаптироваться к новым условиям. Сегодня мы поговорим о том, как изменился рынок Якутии и за ее пределами, а главное, как действовать, когда ограничения будут сняты. Бизнес. Есть ли жизнь после пандемии? Тема этого выпуска. Сперва о том, насколько рынок Якутии оказался зависимым от глобальных процессов. Чтобы прояснить ситуацию, с нами на связь выходит заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим Прокопьев. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. А скажите, сколько наших предпринимателей пострадало и в чем это выражено? Оценочное количество предпринимателей, временно приостановивших свое функционирование из-за введенных ограничительных мер, превышает 13 тысяч субъектов малого предпринимательства, или 1/3 от общего количества предпринимателей у нас в республике. И самые массовые из них — это, конечно же, коснулось предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли. Ну, кроме розницы, по торговле продуктами питания. Их порядка 3000 предпринимателей. Кроме того, в сфере бытовых услуг у нас 1400 предпринимателей. Порядка 1000 предпринимателей в сфере общественного питания. Ну и около 500 предпринимателей — это сфера развлекательных услуг. И свыше 300 предпринимателей в сфере частного дополнительного образования и частных детских садов. В Якутии специальные меры для поддержки предпринимателей начали вводить уже в начале апреля. Кроме того, по разным зонам сейчас постепенно снимаются ограничения. Как вы можете оценить комплексный эффект? Ну да, действительно, у нас в республике утвержден свой перечень АКВЭДов, наиболее пострадавших сфер деятельности, в которых работают наши предприниматели, всего 65 АКВЭДов. И в апреле месяце для организации данного перечня мы уже предусмотрели налоговые меры поддержки, отсрочки по арендным платежам, коммунальным платежам. Кроме того, снизили административные барьеры и дополнили, докапитализировали свой фонд развития предпринимательства для выдачи займов. И что касается прямых финансовых поддержки, то есть субсидий, у нас из резервного фонда правительства Республики Саха-Якутия выделено 98 миллионов рублей на субсидирование расходов предпринимателей. По 7 направлениям, это такие направления, как возмещение процентных ставок по банковским кредитам, оплата страховых взносов, оплата арендных платежей, коммунальных платежей, переводу бизнеса онлайн и расходов туристических компаний. Заявки мы уже начали принимать с 18 мая через Центр «Мой бизнес». И на сегодняшний день у нас Фондом развития предпринимательства выдано порядка 66 предпринимателям кредиты на общую сумму более 56 миллионов. Но кроме того, у нас одобрено 130 заявок на реструктуризацию ранее полученных займов и поручительств. Ну, что касается федеральных помощи, в нашей республике через Федеральную налоговую службу подано около 4000 заявок на получение выплат по минимальному размеру оплаты труда для работников. Спасибо, Максим. Сильно ли отличается ситуация в Якутии от того, что происходит сейчас в других регионах? И все ли сферы бизнеса пострадали одинаково? Мы спросим у следующего гостя, Юрия Михайличенко, исполнительного директора Российской ассоциации франчайзинга. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Скажите, в нынешней ситуации франчайзи стало работать сложнее или легче, и почему? Вы знаете, франчайзинг находится в такой же ситуации, как и остальной бизнес. Потому что объекты закрыты, и сложно сказать, когда они откроются. В всяком случае, в Москве до сих пор продлевается режим самоизоляции. В то же время
находясь в рамках крупной сети, проще договариваться хотя бы по условиям аренды, доступу к финансовым ресурсам и, собственно, выживать, используя инструменты, допустим, доставки или чего-то другого. Если мы говорим про то, сколько объектов закрыто, все отрасли разные. Франчайзинг охватывает много отраслей, и это общепит, и ритейл, и продовольствие, непродовольствие, ритейл, образовательные услуги, аптеки, гостиницы, очень много секторов. Конечно, пострадали в основном те, которые работают с клиентами, которые были закрыты. И, естественно, мы ожидаем определенного снижения объектов на рынке, связанных с банкротством, с отказом от деятельности и все, что с этим связано. Ну и в то же время такие отрасли, как продуктовый ритейл или сектора, связанные с онлайн-доставкой, те чувствуют себя получше. А как вы считаете, какие будут последствия пандемии для бизнеса в целом? Я думаю, что достаточно большое количество объектов будет закрыто. Они не выдержат тех условий, которые были им предложены. Во-первых, связаны с ограничением работы, плюс на них же повесили и выплату заработной платы, и оплату арендных платежей, и оплату налогов. И вот в сентябре, я думаю, будет самый тяжелый период, когда лето не позволит выйти, даже если откроют объекты, не позволит выйти на окупаемость, а в сентябре нужно будет уже оплачивать налоги, зарплаты, долги перед банками. Будет такой тяжелый период, часть объектов выйдет. Но в то же время некоторые объекты откроются, и используя те инструменты, которые они сейчас наладили, связанные с доставкой и с, скажем так, с приспособлением к сложившимся новым условиям, в основном, конечно, онлайн-инструменты, некоторые выживут. Если говорить, какие возможности могут быть открыты для компании, то, конечно, франчайзинг позволяет тем предпринимателям, которые потеряли свой бизнес, взять другую франшизу, уже приспособленную к нынешним условиям, и, скажем так, продолжить свою работу. Были бы инструменты, были бы доступные финансовые средства и нормальная, адекватная аренда. Я думаю, что арендодатели пересмотрят свои условия. Ну и ограничения, которые отразились на России, точно так же отразились на других странах. Поэтому я думаю, что у нас есть уникальная возможность просто захватить рынок Западной Европы и Америки, потому что там сейчас тоже тяжелая ситуация у бизнеса, но в то же время освобождаются ниши, которые могли бы занять российские компании. То есть для кого-то появляется даже надежда. Спасибо, Юрий. Как отметил наш эксперт, тяжелее всего пришлось тем, кто оказывает услуги офлайн. Давайте же спросим у самих предпринимателей, с чем им пришлось столкнуться. Пандемия заставила большинство коммерсантов пересмотреть подход к работе. Для одних спасением стал уход в онлайн, другие открыли новые линии производства. А так, наряду с духами и кремами известные фирмы теперь производят санитайзеры, а модные бренды выпускают коллекции защитных масок. С нами в студии представители ресторанного бизнеса, который целиком зависит от реальных посетителей. Это Леонид Толстяков, совладелец заведения Small Talk Идзаки, Якутск. Анастасия Решетникова, совладелец винного бара «Зазазу», Петербург. И Павел Куксов, ресторатор из Владивостока, владелец группы из 18 заведений, в числе которых ресторан «Молоко и мед» и сеть кафе «Пекарни Мишеля». Здравствуйте. Мы специально пригласили спикеров из разных регионов, чтобы сравнить ситуацию и понять, сколько много общего, какая разница есть. Начнем с вас, Анастасия. Как пострадал ваш бизнес и какие пути спасения вы видите? Здравствуйте, уважаемые зрители. Пострадал практически 90%, продажи упали стремительно. Отказаться пришлось практически от всего. Сейчас сотрудников вызываем только раз в неделю для специального проекта, чтобы выплачивать какие-то денежные средства.
сократили почти все расходы, оставили только безопасность. Не знаю, как у вас, друзья, в регионах, но в Санкт-Петербурге вандализм растет. Оставили интернет, потому что без этого сейчас никак, и коммунальные платежи. Все остальное мы практически сократили. Ситуация критическая. Еще под подобной работы нужно, скорее всего, попрощаться с проектом. Но мы полностью перевели нашу работу в режим онлайн. У нас есть легендарный проект Secret Dinner, о котором, может быть, кстати, вы в Якутии тоже слышали, потому что Москва его обожает, и регионы тоже. Это 5 блюд, 3 вида вина, всегда 3000 рублей каждую среду. Вне зависимости от ничего, это вот одни и те же условия, но у вас может ходить, не знаю, разливать вам вино Луис Макс из Бургундии или петь оперный певец. Все что угодно может происходить на Secret Dinner. Поэтому есть как бы общая концепция. Нам пришлось перевести этот продукт в формат онлайн. И в принципе достаточно успешно, но мы сейчас развозим блюда, разливаем вино и каждому Secret Dinner добавляем интересных партнеров. То у нас была экскурсия в Австрию к виноделу Йоханнесену Зиллингеру, то вот в эту среду у нас будет Secret Dinner с Фредериком Маль, и у нас будет бренд-амбассадор великого парфюмера, и мы дарим гостям парфюм. Это нам позволяет быть на плаву, но не приносит особого дохода. Также мы запустили онлайн-мастер-классы с нашим брендшефом Дмитрием Решетниковым и винные мастер-классы с нашим шефом Ильей Ольгой Борис. Но мы это сделали для корпоративных клиентов. Это единственная, пожалуй, сейчас ниша, у которой есть возможность развлекать своих сотрудников. Также мы организовываем для гостей онлайн дни рождения. Пока это не приносит дохода, но позволяет быть в информационном поле, давать хоть какую-то работу нашим людям. Сейчас они умеют делать все. От того, чтобы позвонить нашим гостям и пригласить на ужин, до того, чтобы развести пакеты с едой. Вот, собственно, так мы спасаемся. Спасибо большое, Анастасия. Леонид, а что с вашими заведениями происходит? Да, добрый день всем еще раз. У нас, наверное, думаю, как у всех, значительно упала выручка, где-то на 70%. Мы объединили сейчас кухни 2 проектов и из офлайна оперативно перешли в онлайн и доставляем сейчас нашу кухню на дом нашим посетителям. Но на самом деле как бы это не приносит должного эффекта, потому что там достаточно тяжелая экономика, и когда ты, в принципе, работал всю жизнь в офлайне, и вдруг ты перешел в онлайн, тут совсем немножечко другая, достаточно серьезная экономика вообще в целом по проекту. То есть нам не приносит это должного эффекта, но, в принципе, мы достаточно в хорошем информационном пространстве до сих пор находимся. Мы как бы не ушли, не сказали, что мы ушли на карантин, не сказали, что мы даем какую-то паузу, поэтому мы трудимся, доставляем продукты, делаем какие-то паблик-толки, онлайн-концерты, выпускаем какой-то мерч, продаем потихоньку. Ну, достаточно ситуация тяжелая, поэтому нам надо как-то быстрее выходить в обратный режим. Поэтому все, что сейчас происходит, это доставка, и в онлайне мы делаем какие-то информационные поводы. А на ваш взгляд, что бы могло оказать ресторанному бизнесу дополнительную поддержку, какую-то весомую, вот в этой ситуации? Я думаю, что на уровне региона надо выходить на федеральный уровень продления НВД на следующий год, потому что с 1 числа, с 1 января следующего года НВД должны отменить. Потом было бы неплохо, чтобы владельцев коммерческой недвижимости тоже включили в список пострадавших отраслей, потому что так или иначе сегодня очень многие люди в нашей нише или даже не в нашей нише, все находятся на коммерческой недвижимости, и очень много все зависит от арендодателей. И, конечно, очень сильно бы хотелось внести, чтобы наши субъекты малого бизнеса для того, чтобы
Открыли какие-то летние веранды для того, чтобы мы могли заниматься, кормить людей хотя бы на летних верандах в нашем городе. Вот это бы хотя бы хоть как-то могло спасти ситуацию. Спасибо, Леонид. Что ж, Павел, а что вы скажете, что для вас оказалось сложнее всего в перестройке бизнеса и на что вы решили сделать упор? Вот? Добрый день, меня зовут Павел Куксов, ресторатор из Владивостока. На период пандемии у нас было 18 заведений действующих. Мы только открыли новый ресторан в аэропорту в международной зоне стерильной. К сожалению, пришлось резко закрыть, наверное, самое быстрое было закрытие, там неделю проработали. Вот. Сейчас работаем примерно половины заведений, там 8 у нас работает в доставку, на вынос. Ну, конечно, это, в принципе, как и у моих коллег, там, не позволяет нормально нам функционировать, да, это примерно там 15-20% от бывших оборотов. Поэтому мы сейчас задача номер 1 у нас сохранить бизнес, сохранить коллектив, персонал, сотрудников заведений. И, собственно, в таком режиме работаем. Ну, из того, что мы предприняли, мы максимально доработали наше меню, потому что раньше у нас доставка занимала примерно 5, где-то там 7% от оборота. Сейчас мы выросли в 3-4 раза. Ну, то есть сейчас мы там где-то в районе 20%, где-то 25%, может быть, от бывших оборотов работаем. Ну, из того, что было принято, там новые продукты мы запустили, многие, которые хорошо работают в доставку, немножко там пересмотрели процессы наши, оптимизировали все расходы также. И тоже работаем онлайн. Мы перевели, там у нас различные были мастер-классы, занятия для детей, там от приготовления пиццы, начиная там до различных там мероприятий, мы все делаем онлайн, с шефами делаем занятия, готовим разные блюда. У нас там есть шефы наши, российские, есть японские шефы, итальянские, с которыми мы сейчас, так как они находятся в других странах, делаем онлайн конференции и для наших гостей остаемся на связи, показываем какие-то там интересные блюда, рецепты. В общем, общаемся, стараемся не потерять контакт, чтобы про нас не забыли окончательно за это время. И когда все откроется, чтобы мы могли также оставаться на связи, и гости могли к нам вернуться. То есть задача номер 1 сейчас – это сохранить коллектив, как я это уже сказал, и максимально постараться сохранить бизнес. Ну, то есть те заведения, в которых мы можем работать, мы продолжаем работать в таком режиме. Ну и какие-то новые фишки, которые вам удалось найти в этот период, тоже будете сохранять, да? Ну да, у нас, возможно, даже из вот тех направлений, которые мы развили за эти там уже 50 с лишним дней карантина, мы, в принципе, может быть, даже будет у нас отдельное направление работать в доставку в будущем. Ну, потому что это не совсем ресторанные даже блюда, а больше блюда, которые именно работают хорошо в доставке, на вынос и так далее. То есть, возможно, будет отдельное направление бизнеса работать в будущем. Очень интересно, то есть все же есть и позитивные стороны в этой ситуации, что воодушевляет. Леонид, Павел, Анастасия, спасибо вам большое. Может быть, ваш пример вдохновит других предпринимателей. А мы переходим к другой проблемной сфере, к спорту. Спортклубы по всей стране до сих пор закрыты. И если обычные люди терпят разве что душевные муки из-за невозможности сходить в спортзал, то владельцы залов несут реальные убытки. А с нами в студии те, кто может рассказать об этом не понаслышке. Артем Курзов, исполнительный директор федеральной сети фитнес-клубов «Алекс Фитнес», и Людмила Баланова, руководитель студии здорового тела «Атмосфера», город Якутск. Артем, расскажите, как повлиял на вас этот кризис? Повлиял. Естественно, ситуация драматичная, печальная, потому что наша сеть насчитывает 74 клуба в 28 городах. Один клуб у нас находится за границей, в Соединенных Штатах Америки, в Сан-Франциско. И все эти клубы, естественно, закрыты. Как только постановление правительства и региональные постановления вступили в силу,
естественно, мы сразу же клубы закрыли, законсервировали по сути. И у людей нет доступа, у нас нет выручки, соответственно. Все клубы стоят закрыты. И что вы предпринимаете в этих условиях? Ну, здесь сложно что-либо предпринимать, когда, по сути, связаны руки и нас отключили от наших ресурсов. Но, естественно, мы не унываем. И что мы сделали? Для нас очень важно сохранить клиентскую базу, сохранить, как вы сказали, душевное равновесие наших клиентов. Это очень важно, потому что мы рассчитываем, что как только мы откроемся, наши клиенты снова вернутся в клубы. И мы уже получаем обратную связь от них, и они, естественно, сообщают, что они соскучились по нам, соскучились по клубу, потому что фитнес – это не только спорт, это не только какие-то косметические внешние данные клиентов, это еще и, как вы сказали правильно, душевное равновесие, психологическое здоровье клиентов. И, естественно, мы даем именно такой ресурс клиентам, когда они занимаются у нас в клубах, это социализация в том числе. И фитнес уже стал неотъемлемой частью, по сути, 10 миллионов людей в России, которые постоянно занимаются. И что же мы для них сделали? Естественно, мы очень быстро перестроились и наладили онлайн-формат тренировок для того, чтобы дать клиентам возможность тренироваться где бы то ни было, дома. Если кто-то уехал в Таиланд, мы готовы транслировать наши тренировки онлайн в Таиланд. Мы на своем сайте, на нашем главном ресурсе разместили на сегодняшний день порядка 40 разных тренировок онлайн каждый день. И это все абсолютно бесплатно, только для того, чтобы те наши клиенты, которые занимаются, и даже те, кто еще к нам не присоединился, могли бы уже сейчас спокойненько взять и тренироваться дома. Делать это регулярно, под наблюдением наших тренеров и так далее. Кроме того, мы запустили более, скажем так, персонализированные услуги. Это тренировки в мини-группах за очень небольшие деньги, но здесь мы хотим помочь клиенту именно достигать его целей. То есть есть онлайн-тренер, который готов вести мини-группу, там порядка 10 человек, и, соответственно, люди озвучивают свои цели, мы под них формируем такие группы, и они вместе занимаются. Ну, не то, что вместе, каждый, естественно, из своей локации, из своего дома, но тренер прямо онлайн вживую ведет тренировки, общается с людьми, ведет вебинары и, соответственно, помогает людям достичь их целей. И я думаю, что это большущий вклад для того, чтобы, во-первых, сохранить нам клиентскую базу, а во-вторых, чтобы поддержать любых граждан, даже не являющихся нашими клиентами, для того, чтобы люди сохранили свое здоровье, потому что, сидя дома, естественно, уровень активности снижается очень, очень серьезно, у людей начинаются проблемы и большие риски со здоровьем, да, не только связанные с коронавирусом, а вообще, в принципе, снижение активности – это очень большой риск для снижения иммунитета, для снижения факторов здоровья и так далее. Поэтому вот мы несем такую миссию на себе, да, для того, чтобы помочь людям в такие времена оставаться активными и, скажем так, дать им тот уровень активности, который необходим каждому человеку. Это очень важно. Ну что ж, спасибо, Артем. Давайте узнаем, как обстоят дела у вашей якутской коллеги Людмила. Еще раз добрый день. Вот я как раз прослушала коллегу своего, и я понимаю, что их масштабы — это не наши масштабы, конечно. У меня студийный формат. Нас также закрыли 28 марта. И в принципе, если, чтобы вы понимали, весна — это самый сезон для фитнес-центра. Это то, к чему мы готовимся заранее, заблаговременно, за несколько месяцев. И вы понимаете, что все остались без дохода, без зарплаты, без каких-то, в общем-то, подушки безопасности. И знаете, наверное, в этом ключе, по крайней мере, меня очень сильно поддержали мои арендаторы, которые дали возможность заморозить мои обязательства
например, государственная поддержка бы этого не закрыла. А фитнес-центры — это всегда площади, это помещения, это катастрофические расходы. И я, честно говоря, даже не представляю, вот, например, Alex Fitness каким образом сейчас несет расходы. Потому что мне кажется, у меня даже в голове таких цифр нет даже, да. У меня, знаете, было... В моем случае было два выбора. Либо это переждать, потому что все-таки у меня студийный формат, либо какие-то искать варианты. Угу. И я выбрала для себя перехода в онлайн. Вот, например, для регионов онлайн все-таки это возможность большая, потому что регион — это всегда масштаб маленький. И когда этим онлайн позволяет расширять этот бизнес. И и мне оно показало, что я могу вырасти в этом, потому что даже сейчас оно мне позволило привлечь специалистов из других городов, у меня работают эксперты из Москвы, у меня работают креативщики из Питера, и это то, что не может дать офлайн, и поэтому я надеюсь, что, в принципе, онлайн — это, скажем так, это какая-то возможность. Это, по крайней мере, каким-то образом переждать этот момент, пережить этот момент, проверить этот момент. И, в общем, как-то так. Мы пытаемся за счет того, что есть в онлайне, даже не денег ради, наверное, а в большей степени действительно ради клиентов и ради поддержки наших тренеров, чтобы у них была какая-то работа. То есть вы оптимизм сохраняете? Несмотря ни на что. Оптимизм, да, а как иначе? Вы знаете, по крайней мере, мне эта ситуация показала, что бизнесу в современном мире очень важно быть в новой реальности, быть гибким и мобильным. Например, малый бизнес, как я, обошелся малой кровью. Вот средний, крупный бизнес, он потерпел более такие потери серьезные, да. И все-таки вот как я это вижу, да, что сама изоляция, она не так страшна. 2-3 месяца как-то мы там крутимся и вертимся. Вот самое тяжелое, как я вижу, это будет, когда мы будем выходить из этого. Что нас там ждет? Там все-таки новая реальность, там люди уже немножко по-другому думают. И реально нужно будет все форматировать. А если в глобальном смысле смотреть, мне эта картина, мне кажется, она показала, что действительно важно людям. Выживут, в моем понимании, те отрасли, которые несут реальную пользу миру, реальную пользу людям. И вот, по крайней мере, наш вид деятельности, я верю, что он будет востребован, потому что здоровье — это наивысшая ценность. И все-таки он всегда будет жить и востребован. Я надеюсь, что мы найдем каким-то образом выход, хотя мой формат всегда был, скажем, человек выше среднего, но мне придется переформатироваться, потому что цена — это будет сейчас наиважнейшим критерием. И еще раз я повторюсь, что я верю, что именно наша деятельность, она такая, она о пользе миру, о пользе людям. Как-то так. Ну что ж, спасибо нашим спикерам. Ограничения из бизнеса будут снимать постепенно. В каждом регионе план индивидуален. Где-то уже заработали торговые центры и салоны красоты, а где-то снова вернулись к работе строители. Процесс не быстрый, так что нужно набраться терпения. На связи с нами президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, отделение вашей организации есть во всех буквально регионах России. Вы постоянно держите руку на пульсе. Скажите, вот каким отраслям будет сложнее вернуться в привычное русло, а у кого шансы на быстрое восстановление есть? По моему мнению, зависит это все от 3 факторов. Легче будет восстанавливаться тем отраслям, у которых будет адекватная государственная поддержка в трудные времена. Те отрасли, которые откроются полноценно, откроются для своей деятельности как можно быстрее, потому что с каждым месяцем закрытия или ограничения работы каких-либо бизнесов, шанс того, что мы этот бизнес потеряем, он растет в геометрической прогрессии. И третий, конечно, немаловажный фактор. Бизнес и отрасли должны адаптироваться к новому
формату спроса на их товары и услуги. И тот, кто сможет понять, где лежат те ниши, которые будут востребованы в поствирусный период, и, в общем, наверное, будут и жить. Но мы, наверное, еще до конца не знаем, как это будет. Но какой-то краткосрочный прогноз у вас есть? Что ждет российский бизнес после того, как будут сняты все ограничения? Ну, будет период достаточно сложный. Мы не питаем иллюзий, что если мы откроемся, то будет все по-прежнему. Все-таки, особенно те, кто зависит от внутреннего спроса, им придется адаптироваться, придется искать какие-то ниши более доступные для граждан, которые тоже потеряли свою потребительскую силу, скажем так, и достаток. Но, тем не менее, я думаю, что если это продлится не так долго, еще там месяц мы выдержим и дальше откроемся, то на самом деле к концу года мы, скорее всего, нормализуем. Ну, те бизнесы, которые останутся, я думаю, что они нормализуют свою деятельность. Спасибо, Павел. Этот прогноз не может не радовать. Спасибо. Мы все запомним времена коронавирусной пандемии, однако предприниматели прочувствуют каждую их неделю, каждый день. Как мы узнали сегодня, кризис принес не только банкротство и сокращение, но и обновление. Эти сложности закалят нас и сделают сильнее. С вами была программа «Честный разговор» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Берегите друг друга и будьте здоровы. До свидания.